Кому в Таджикистане на пользу обвал рубля, а кому усложнил жизнь? Как выживают таджики сегодня? Подписывайтесь на обновления и точно будете в курсе всего самого важного. Падение курса рубля усложнило и без того сложную жизнь миллионов жителей Таджикистана, семьям мигрантов, которые трудятся на территории России. Получаемые домохозяйствами денежные переводы за последний месяц обесценились до уровня 7-летней давности. Если месяц назад каждая 1000 рублей в пунктах денежных переводов выдавали адресатам 135-137 самани, то теперь всего лишь 120-121 самани. По сравнению же с началом текущего года разница еще более значительная. Тогда эти цифры достигали 151-152 самани. Саида, мать 4 детей, говорит, что едва сводила концы с концами за счет получаемых от мужа переводов, а теперь из-за курсовых изменений положение семьи еще более ухудшилось. Для нас каждый самани имеет большое значение, а речь идет о потере сотни самани. Придется еще более сократить рацион детей, хотя и до этого могли себе позволить только самое необходимое, чтобы выжить, сказала она. Количество таких семей в республике исчисляется сотнями тысяч, если верить данным Всемирного банка о том, что по крайней мере один член 40% домохозяйств работает за границей. Согласно официальной статистике, в республике насчитывается свыше 1,3 миллиона домохозяйств. Между тем, некоторые таджикские мигранты, которые сделали накопления в рублях, в частности для приобретения жилья, пока из-за обвала рубля не решаются использовать эти деньги. Хотя, с другой стороны, существует вероятность еще большего обесценивания рубля в ближайшие дни, недели и, возможно, даже месяцы и годы. С такой дилеммой столкнулся таджикский мигрант Парвиз Сафаров, который трудится в Санкт-Петербурге. Накопил 300 тысяч рублей, чтобы достроить этим летом жилье. Однако в нынешней ситуации с курсом не знаю, как поступить. Если отправить эти деньги прямо сейчас, потеряю до 6 тысяч самани, и это только по сравнению с месячной давностью. По сравнению с началом года, когда я только приступил к накоплениям, данная разница удвоится, жалуется он. В Таджикистане есть и те, кто держит свои сбережения в рублях, но из-за ситуации с российским рублем в последнее время ждут просто лучших времен. Другая категория жителей Таджикистана, наоборот, рады падению курса рубля к местной валюте. Это в первую очередь родители, которые оказывают финансовую поддержку своим детям, студентам российских вузов. Ежемесячно в среднем отправляю сыну, который обучается в Москве, 2000 самани. Если в начале года это было около 13,5 тысяч рублей, то теперь почти 17 тысяч рублей. Думаю, это существенная разница, по крайней мере для студента, сказал житель Душанбе Саидбек Дилдарбек. Ранее сообщалось, что численность таджикских граждан, обучавшихся в минувшем году в российских вузах, составляла 28 тысяч человек. Это на 5 тысяч человек больше, чем по сравнению с 2021-2022 учебным годом. Количество таких студентов в наступающем учебном году может заметно увеличиться. Так, по данным Россотрудничества, количество квот для таджикских абитуриентов на 2023-2024 учебный год увеличивается до 1750 в минувшем учебном году. Есть также таджикистанцы, которые ранее трудились в России и получали кредиты в российских банках. Теперь они трудоустроились в Таджикистане и возвращают полученные деньги за счет зарплат в самани. Когда я жил и работал в России, то, имея российское гражданство, смог взять кредит в банке в российских рублях на бытовые нужды. Вернулся в Таджикистан еще до всей этой ситуации с Украиной, а когда все началось, решил пока временно побыть тут. Свой кредит я также исправно выплачиваю в российский банк посредством банковского приложения. Напомним, на территории России по различным данным трудится более 1 миллиона граждан Таджикистана, которые отправляют часть заработка на родину своим семьям. Согласно данным международных финансовых институтов, до 90% денежных переводов мигрантов осуществляются в рублях. Рублевые переводы в Таджикистане по инструкции Национального банка Таджикистана с 2016 года выдаются исключительно в таджикской валюте с конвертацией на момент получения перевода. Руководство Центробанка России связывает обвал курса рубля в первую очередь с изменениями торгового баланса страны. Тем временем курс рубля к доллару, по данным Центрального банка, снизился за последние сутки еще на пару пунктов. С началом же этого года рубль обесценился к доллару на 31,5%. Тогда каждый доллар обменивался за 70,34 рублей. Как вы относитесь к такой ситуации? Как вы думаете, какие будут прогнозы и ситуация в ближайшее время? У нас пока на этом все. Оцените наше видео подпиской и лайком. До скорой встречи!